В этом году Государственной корпорации по организации воздушного движения исполняется 20 лет. Аэронавигационное и радиотехническое обеспечение полетов – работа незаметная для рядовых пассажиров авиалайнеров. Однако от нее едва ли не в большей степени зависит безопасность полетов. Обеспечение бесперебойной связи авиадиспетчеров с экипажами, четкая работа всех радиотехнических средств – все это зависит именно от высокого профессионализма инженерно-технических специалистов аэронавигации. В этой профессии необходимо постоянно совершенствоваться. Именно поэтому раз в 2 года проводятся конкурсы профмастерства. В этот раз конкурс проходил в местечке Соколовка. В первой теоретической части участники должны были показать свои знания руководящих и нормативно-правовых документов, регламентирующих их работу. Во второй, практической части, конкурсанты продемонстрировали свои навыки по настройке радиолокационного и радионавигационного оборудования, поиске и оперативном устранении неисправностей. Все это работает на перспективу, есть рост, ребята приезжают, мало того, что они участвуют в конкурсе и показывают определенные навыки, они между собой общаются, передают друг другу опыт. Степан Кох участвует в подобном конкурсе уже 3-й раз и считает, что только здесь можно освежить свои знания, познакомиться с коллегами и получить новую информацию в сфере радиоэлектроники. Вот, например, на этом конкурсе я познакомился более плотно уже с человеком, который занимается разработкой радиоэлектронных устройств, которые как раз реализуются в нашей отрасли. Как ни странно, но в технической службе работают и представительницы слабого пола. Уроженка Сыктывкара Анастасия Лупанова уже в 9 классе знала, что будет работать в области авиационной радиотехники. После окончания авиационно-технического колледжа гражданской авиации получила распределение в Ухту. Ответственна за безопасность полетов. В первую очередь за нами вся связь радиосвязь между бортом и диспетчером, поэтому вся информация, все за контроль отвечает техник и инженера. Все участники понимают ответственность своей работы, которая заключается в обеспечении безопасности полетов. Одно нажатие кнопки может изменить судьбу многих людей, и поэтому все у нас многократно проверяется, резервируется. Лучшими специалистами по 4 номинациям стали Антон Степаненков из Печоры, воркутинец Александр Васильев, сыктывкарцы Илья Шарыгин и Сергей Сурнин. Кстати, Сергей Сурнин стал победителем в своей номинации 2-й раз. Все они поедут в Москву на аналогичный всероссийский конкурс.